Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Минфин предложил новый вариант повышения пошлин на посылки из-за рубежа. С 1 июля текущего года порог беспошлинного ввоза может быть снижен до 500 евро в месяц для посылок весом не более 31 килограмма. С июля 2019 года он будет снижен уже до 100 евро за одну посылку. Напомним, что сейчас пошлинами не облагаются посылки с товарами, приобретенными в зарубежных интернет-магазинах, если их суммарная стоимость не превышает 1000 евро в месяц, а вес 31 килограмма. Посылки, которые превышают эти параметры, облагаются пошлиной в 30%. За публикацию ссылок на заблокированные в России интернет-ресурсы будут штрафовать. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин. Штраф для интернет-поисковиков за выдачу по запросам пользователей сведений о доменных именах и указателях страниц сайтов, доступ к которым был ограничен, составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции предусмотрены за неисполнение операторами поисковых систем обязанностей по подключению к информационной системе Роскомнадзора. Она содержит список всех запрещенных в России ресурсов. Россия с начала сельскохозяйственного года, который начался 1 июля 2017 года, по 27 июня года текущего, экспортировала около 52 миллионов тонн зерна, что выше аналогичного периода прошлого года на 48%. Об этом сообщил Минсельхоз России. В том числе экспорт пшеницы составил 40 миллионов 200 тысяч тонн, что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Минсельхоз ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 миллионов тонн, в том числе поставки пшеницы 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе по поставкам зерна в целом. Цена на золото продолжает снижаться на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам по причине торговых разногласий между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20 часов 37 минут по московскому времени четверга цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже снижалась на $7 или на 56% до $1249 30 центов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,4% до $15 93 центов за тройскую унцию. Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов. Ситуация в компании «Алроса» улучшилась по сравнению с 2017 годом, сказал в Рио главы Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что промышленное развитие является традиционной отраслью республики, а на ее территории появились и другие крупные недропользователи, с которыми тоже необходимо выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения. Николаев выразил уверенность, что новые недропользователи будут обеспечивать рост налоговых поступлений. В этом направлении мы будем держать на контроле их деятельность, выполнение их планов и условий лицензионных соглашений. При этом со всеми крупными недропользователями уточняется их участие в социально-экономическом развитии региона, не только с точки зрения налоговых платежей, но и с точки зрения участия в социальных программах на территории тех районов, в которых они работают. Мост через Лену является одним из ключевых проектов развития республики. Об этом сообщил ИО председателя правительства Якутии Владимир Солодов. Согласно майскому указу Владимира Путина, одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров. Это дает основание полагать, что строительство моста можно будет включить в федеральные программы. Мост будет. Мы сейчас плотно работаем над этой темой. Вы знаете, что проект обсуждается давно, но сейчас пришел именно тот момент, когда обсуждение должно перейти к решительным действиям. Сейчас мы заканчиваем разработку модели с расчетами, которые показывают эффект, который мост даст для экономики Якутии и экономики Российской Федерации в целом, подчеркнул Солодов. В Якутии ведется работа по легализации мамонтового бизнеса. Планируется создать электронную площадку для торгов и таким образом вывести эту отрасль из тени. Первые торги запланированы уже на эту осень. Об этом сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Сейчас нами проводится работа по обновлению концепции развития данной отрасли, которая разработана Минпромгеологией с привлечением всех заинтересованных сторон. Мы хотим создать прозрачные рыночные условия, сказал министр. Бивни мамонта собираются в 13 районах Якутии. Этим занимаются 77 недропользователей, которые в целом получили 485 лицензий. Ежегодно из республики вывозится от 60 до 100 тонн мамонтовых бивней. При этом ущерб от незаконной добычи превышает 1 миллиард рублей в год.
Более 160 миллионов рублей из резервного фонда Якутии направлено на выплаты пострадавшим от наводнения в республике. В этом году от паводка в Якутии в общей сложности пострадало более 5000 человек. Кроме того, деньги направляются на восстановление инфраструктуры. Общая сумма резервного фонда республики составляет 257 миллионов рублей. А поскольку в Якутии вводился режим чрезвычайной ситуации федерального значения, то и федеральный центр вовлечен в ликвидацию последствий паводка. Работа по точному подсчету ущерба еще продолжается, но в МЧС России уже подана заявка на сумму более чем 800 миллионов рублей. В ближайшее время заместитель руководителя этого ведомства начнет работать на территории республики. По итогам его работы будет принято окончательное решение. Планируемое повышение пенсионного возраста заставит банки частично пересмотреть политику выдачи ипотечных кредитов. Максимальный возраст заемщика должен быть повышен. При этом ипотека все равно будет доступна только людям с высоким уровнем дохода. Возраст заемщика является одним из критериев при рассмотрении банком заявки на ипотечный кредит и оценивается в совокупности с другими факторами, которые влияют на его платежную и кредитоспособность. При этом возрастные клиенты, как показывает практика, обладают высокой и стабильной платежной дисциплиной и ответственно оценивают возможности при определении суммы кредита и комфортного размера своего ежемесячного платежа. Однако важно понимать, что в случае пожилых клиентов срок кредита будет небольшим. Соответственно, существенным критерием является уровень их дохода. Банки получают право без согласия клиента блокировать банковские карты на 2 дня при подозрительном уменьшении средств на балансе. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Закон вступает в силу через 90 дней. Сейчас банки блокируют карты в основном по запросам клиентов. Теперь они смогут приостанавливать операции по картам на срок до 2 рабочих дней по собственному усмотрению. При этом клиент должен быть сразу проинформирован о приостановке по телефону или электронной почте. Оператор запросит у него подтверждение операции, которую банк посчитал подозрительной. И если разрешение клиента будет получено, то банк проведет операцию и разморозит карту. Если разрешения не будет, то карта останется заблокирована на 2 рабочих дня. В России процесс перехода на электронные трудовые книжки начнется с 1 января 2020 года. Внедрение электронных трудовых книжек будет происходить поэтапно. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Передавать документы в электронном виде в пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года, а в течение 2019 необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы и, разумеется, проинформировать и подготовить работников. По мнению премьера, переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд России, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам, сократит затраты на кадровое производство, а также позволит создать базу данных, которая будет хранить информацию обо всей трудовой деятельности человека. Российские банки с 1 июля начнут сбор биометрических данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно получать банковские услуги. Президент Российской Федерации Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия. Часть положений данного закона, которым как раз и вводится механизм удаленной биометрической идентификации, вступает в силу 29 июня. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.